На сегодняшний день в Кыргызстане насчитывается более 14,5 тысяч мест, подверженных различным стихийным бедствиям. Это приблизительно по 7 чрезвычайных ситуаций на квадратный километр территории республики. Оползни, прорыв высокогорных озер, землетрясения, паводковые воды, радиоактивные хвостохранилища. Вот неполный перечень катаклизмов, угрожающим жизнедеятельности в нашей стране. Приблизительно 40% стихийных бедствий в нашей стране составляют селевые потоки, в связи с чем МЧС ведет большую и трудоемкую работу по укреплению берегов. Но со стороны водной стихии опасность представляет еще высокогорные озера. Так, прорыв одного из них в долине реки Шахи-Мардан в 1998 году унес из жизни сотни людей. Большая часть из них были дети, отдыхавшие в детских лагерях. В наследие от рудников комбинатов остались десятки схронов и отвалов, и сейчас более 70 кыргызстанских хвостохранилищ находятся в сейсмоопасной зоне. В районах с высокой оползневой активностью, а грунтовые воды сели, и паводки угрожают целостности этих радиоактивных завалов. Учитывая высокую подверженность Кыргызстана стихийным бедствиям, МЧС проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Повышение потенциала по экстренному реагированию, раннему оповещению. Следует также отметить, что на сегодняшний день приняты стратегические документы, такие как Национальная стратегия устойчивого развития на период 2013 по 2017 годы Кыргызской Республики. Программа и план правительства по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013 по 2017 годы. Стратегия комплексной безопасности населения и территории от чрезвычайных и кризисных ситуаций до 2020 года в полной мере учитывает приоритеты Хиокской рамочной программы действий. Одним из важных направлений, принятых стратегическим документом, являются вопросы, связанные с укреплением регионального сотрудничества. С момента объявления национальной платформы Министерством чрезвычайных ситуаций были проведены ряд важных мероприятий, направленных на укрепление регионального сотрудничества в Центральной Азии и Южном Кавказе. Нынешняя чрезвычайная ситуация не знает границы. На примере, скажем, Кемийское землетрясение, Ашхабадское землетрясение, Спитакское землетрясение – это только те землетрясения, то есть чрезвычайные ситуации, которые произошли на территориях нашего региона. И они действительно имели разрушительные последствия на территории нескольких государств. Чрезвычайные ситуации, которые подсказывают нам на необходимо укреплять совместное реагирование на чрезвычайные ситуации. Все из 3 министерских конференций, то есть встреч, которые произошли на уровне глав ведомств, из них 2 произошли по инициативе МЧС Кыргызской Республики и города Бишкек. И такую инициативу, которая будет региональное заявление, было со стороны МЧС Кыргызской Республики. Это поддержали и международные организации, главами ведомств других наших соседских стран. В вопросах укрепления регионального сотрудничества партнерами выступают международные организации, такие как Программа развития ООН в Кыргызстане. Вот в новых условиях, когда сосредоточено внимание на целях устойчивого развития, а их 17 всего, тематике снижения рисков стихийных бедствий отводится очень большое значение как основе безопасного устойчивого развития. Кыргызстан, как мне кажется, играет на сегодняшний день лидирующую роль в продвижении регионального сотрудничества. Лидирующую в том смысле, что здесь проводятся очень многие мероприятия по инициативе Кыргызстана, принимаются соответствующие документы региональные. Но всего было проведено 3 региональных крупных межправительственных встречи на высшем уровне руководителей чрезвычайных ведомств. И были проведены 3 встречи региональные Центральной Азии и Южного Кавказа при поддержке Японии на уровне экспертов. Ну, эта работа, она вылилась во что? Ну, во-первых, создана площадка для диалога регионального, имеется в виду Центральной Азии и
и Южного Кавказа, опять-таки при поддержке во многом японского правительства, площадка для обсуждения проблем, связанных с чрезвычайными ситуациями. Это исключительно важно, потому что многие проблемы, с которыми мы здесь сталкиваемся, они носят трансграничный характер. То же самое можно сказать и о наших соседях по Центральной Азии и Южному Кавказу. Важный вклад в укрепление регионального сотрудничества поддерживается правительством Японии в рамках диалога «Центральная Азия плюс Япония». 中央アジアおよびコーカサス各国は昨年の中央アジアプラス日本対話外相会合の議長国であるキリギス共和国政府のイニシアティブのもとに仙台における第3回世界防災会議の開催に向けてキリギスにおける UNDP 地域代表と協力しつつ何回も準備会議を重ねてきました。日本政府としては昨年7月中央アジアプラス日本対話第5回共同声明にもあるとおり、この地域において防災分野における実践的な協力が進展していることを高く評価しております。また今回の第3回国連防災会議に向けてのキリギス政府と UNDP の連携による地域協力対話の進展を歓迎しております。Для выработки общей позиции региона стран Центральной Азии и Южного Кавказа. Во время предстоящей на Всемирной конференции ООН по уменьшению опасности и бедствий в городе Сендай, Япония, страны-участницы приняли стратегические документы. Региональное заявление стран Центральной Азии и Южного Кавказа по программе снижения риска бедствий на период после 2015 года и рамочные основы по укреплению регионального сотрудничества. Сегодняшнему совещанию предшествовала достаточно длительная работа. Было проведено несколько встреч, и это идет в развитие Хёкской конференции в Японии. Мы с глубоким одобрением отнеслись к идее Кыргызстана о принятии совместного заявления на пост-2015 год. Принятые документы будут способствовать установлению связей и дадут импульс к обмену информацией и дальнейшему сотрудничеству по вопросу снижения риска бедствий между странами региона. I think the meeting is a very important event as a follow-up of the former regional consultations. And I think it's important because I think finally they get all the regional member states together to discuss about their common positions for the implementation of the post-2015 framework. Страны Центральной Азии и Южного Кавказа, приветствуя принятие стратегических документов, выразили дальнейшую приверженность к сотрудничеству в выполнении рамочной программы по снижению риска бедствий на период после 2015 года.